Если мы проголосуем за выход из Европейского Союза и за выход из единого рынка, это будет иметь экономические последствия. Многие люди обеспокоены, что в Америке Дональда Трампа им не найдется места. Если на референдуме проголосуют «за», Италия сможет стать лидером в Европе. Все эти воззвания остались неуслышанными. Вопреки уговорам опытных политиков, избиратели в 2016-м регулярно голосовали за их противников, за тех, кто апеллировал к чувствам. Мы на стороне простого народа, мы изменим испорченную власть. Конкретная политическая программа часто не имела значения. Они утверждают, что выступают от имени народа, настоящего народа. Они говорят, что борются с элитами, и их привлекательность все возрастает. Единственный способ восстановить контроль – это проголосовать за выход из ЕС. Мы снова сделаем Америку великой. Загляните в свою душу и скажите «нет» правительству, которое не заслуживает вашей поддержки. Брексит – первая большая победа популистов. Британцев вместе с выходом из ЕС обещали прекращение нелегальной миграции, развитие экономики, избавление от навязанных из Брюсселя законов, независимость от больших капиталов, а еще снижение цен. В результате за выход Великобритании из Евросоюза проголосовали 52% избирателей. Новый день в снова независимом Соединенном Королевстве. Но какой ценой? На недовольстве простых американцев сыграл и Дональд Трамп. Он нападал на политическую элиту страны и крупные СМИ, обещал отгородиться стеной от мигрантов и вернуть рабочие места в глубинку. Он нарушал правила и оспаривал авторитеты, уверяя избирателей: «Я не такой, как остальные политики, надежда только на меня». Этим завоевал достаточно сторонников, чтобы стать президентом США. Дональд Трамп был резок, груб и всегда недооценен. Тот же рецепт привел к успеху и противников конституционного референдума в Италии. Избиратели уверяли, провалив реформу, страна избавится от испорченного правительства, а регионы получат больше самостоятельности и денег. И все это доносилось от политика еще более скандального, чем Дональд Трамп. Бывший комик Беппе Грилло поносил противников, не выбирая выражений. Этим победа популистов в 2016-м не ограничивается. Под конец года медиа с удивлением заметили: явление оказалось интернациональным. Австрия чуть было не выбрала крайне правого президента, игравшего на национализме, а президентом Филиппин стал крайне несдержанный в словах Родриго Дутерте, проклинающий Америку и признающийся в убийствах наркоманов. После импичмента президента набирают популярность популисты и в Южной Корее. Все больше у них поклонников и влияния в Молдове, Болгарии, во Франции, Венгрии, в Швеции и... Они оседлали волну популизма, чтобы триумфально победить на выборах. Остается вопрос, каким будет экономическое влияние этого восстания популистов. И что дальше?